Горнолыжный сезон в горной Ингушетии объявляется открытым. Прокатиться на заснеженной трассе протяженностью 2200 метров приехали гости из других регионов. Евгения Галушкина вместе с мужем уже успели опробовать ингушскую трассу. Склон замечательный, хорошо с детьми, хорошо детей обучать, хорошо те, кто не очень умеет кататься. Вот тишина, спокойствие, воздух, природа, чудесные люди, гостеприимство. Спасибо. Еще будете к нам приезжать? Да, конечно, с удовольствием. Местная молодежь тоже все больше увлекается горнолыжным спортом. Саид Ильянов на лыжах чувствует себя как рыба в воде. В 7 лет парень впервые скатился со снежной трассы. Падений было много, но от этого интерес к лыжам не утих. Для начинающих, значит, крестиком могу еще воевать. Крестиком, да? А кирми дари? Кирми, да. Аужиш, лозвиш, хамхолдер полыри. Ханс будешь квахква, ханзи квахква. Ханзам пойдет. На горнолыжном курорте Арымхи построены 2 трассы разного уровня сложности, как для новичков, так и для более опытных лыжников и сноубордистов. Они оснащены кресельным и бугельным подъемниками. Здесь также работает система искусственного снегообразования, что позволяет регулярно моделировать трассу и продлевать горнолыжный сезон. За последние годы здесь появилось немало новых возможностей. Куплено горнолыжное оборудование, полностью переконструирована там система оснежения. Проработали мелочи, связанные с канатной дорогой. Там больше документационная часть была, теперь она функционирует, и там новая автоматика, все как положено. Ну и, конечно, провели действительно очень такую масштабную маркетинговую политику, при которой получилось загрузить курорт до определенного участка, сделать его более комфортным для проживающих и для катающихся. Приехать, посмотреть на горы и попасть на открытие зимнего сезона – такая возможность выпадает не всегда, а многие не подозревают о таком туристическом уголке. Светлана Сапунцова в регионе впервые, приехала вместе с семьей. Горнолыжная трасса превзошла все ее ожидания, а живописные пейзажи только дополняют впечатление. Я только катаюсь с детьми, муж катается сверху, мы вот ходим до... вверх по склону и оттуда катаемся, потому что им пока еще рано сверху кататься. Но дети радуются? Радуются. Да? Еще довольны? Радуются. Довольны. Старший боится, а маленький еще страха нет у него. А как условия, как оцените? Очень хорошие условия, да. Снег мягкий. Я, правда, наверху не была, но здесь очень хороший снег. Катание комфортное. Кто-то словно пролетает по трассе с невероятной скоростью, а другие только и думают, как бы побыстрее скатиться без травм. Кстати, на этот счет здесь всегда дежурит аварийно-спасательная бригада. Пока что запустили только главную трассу, но на крутом снежном склоне на равных катаются экстремалы всех возрастов. Атмосферу праздника добавляют джигиты, которые умело рассекают по трассе в национальных костюмах. تدو خرق وإزال غلغي ويمك أخذ ماك بيو وزن ده ويخيج از وطقبرش بدل شوي ماك ودز دبوخش مغلي خيخش خذا شون بدل شوي ماك خذا ماك خيت جوات يموت خيت جات. С мая 2014 года горнолыжная трасса внесена в реестр спортивных объектов, что позволяет на базе курорта проводить международные и российские чемпионаты по горным лыжам. О популярности курорта можно судить по количеству туристов, которые с начала этого года массово прибывают в Арымхи. В комитете по туризму уверены, что это только начало, и в 2021 году желающих отдохнуть в регионе будет куда больше. За 4 года последних сегодня тот день, когда открывается горнолыжная трасса. Арымхи провели ремонт искусственной системы оснежения. Как вы видите, прибывают сюда люди. Даже сегодня, когда мы не рассчитывали будничный день, это уже происходит. Глава республики уделяет этому значительное внимание. И туризм, он чувствует это и, в принципе, идет навстречу. Председатель комитета Беслан Мизиев сам катается на сноуборде и доволен качеством лыжной трассы. Для отдыхающих созданы все необходимые условия. Сюда можно смело приехать одному, вместе с семьей или в компании друзей. Незабываемые эмоции и впечатления гарантированы. Михаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.